И храм сам красивый. Она украинка, он осетин. Вместе уже более 15 лет. Познакомились на Украине, поженились. 3 совместных детей. До марта этого года жили в Харькове. Во время обстрелов националисты разрушили дом. При помощи российских военных удалось выехать в Осетию. Екатерина Нестеренко и Леонид Кокоев с детьми приехали в республику 1 апреля. Их сразу разместили в санатории Осетия. Обстрелы очень сильные были со стороны Украины, и нам пришлось покинуть дом. Выбора нет, потому что муж сам с России, и ему там оставаться тоже нельзя было, потому что или же убьют, или посадят нас. Леонид рассказывает, что с тревогой следил за новостями. Надеялся, что в референдум все же попадет и Харьковская область. Но оккупация нацистами некоторых территорий области продолжается. Послушаешь, как ЛНР, ДНР, там везде Мариуполь, везде есть работа, везде все. А там же сейчас что? Там ВСУ сейчас стоит, Харьковская область. Там сейчас возвращаться вариантов нету, и дома нашего нету уже. Там полностью, то есть разбомбили полностью. Леонид и Екатерина верующими были всегда, но с приездом в Осетию в храм ходить стали чаще. Говорят, это спасает от уныния и помогает верить в чудо. А как тут не поверить? К ним пришли, одели, обули, помогли подготовить детей к школе. Моментально отзываются на любое обращение. Это сотрудники отдела социального служения Владикавказской и Аланской епархии. Тяжело было без помощи, конечно. Очень большое спасибо. Даже разговора нет за это вообще. Да, Ольга Анатольевна вообще очень большая молодец, и батюшка, низкий им поклон. Они нам помогают, не только нам, но и жителям всем с Украины, которые проживают и в Осетии, и в Томиске. Она много делает хороших дел. Даже вот дети наши заболели, мы просили у батюшки Оли ингалятор, потому что антибиотики на лекарства нет, постоянно денег, то есть дети плохо переносят, и попросили купить нам ингалятор. Когда познакомилась с Олей, с батюшкой, то есть на Украине я ходила, да, в церковь, а здесь как-то больше пообщалась с ними, стала больше ходить, да. Вот даже меня тянет, бывает, когда есть выходные дни, нерабочие или так, душевно, то иду в церковь, то есть, да.